Приветствую вас с любовью Христовой, возлюбленные Христа, народ Божий, священное царство. Аминь. Слава Богу, что здесь, на этом святом месте, мы пришли к нашему Отцу, благодарить Его за все Его благодеяния, за все ответы на наши молитвы. Слава Богу, что Господь однажды нашел вас среди суеты этого мира. Это же такая благодать, это такая милость Господня, да, что мы сегодня обретены во славу Господа. И давайте сейчас ставим на свои святые ноги, будем воздавать Ему честь, славу и хвалу. Ибо написано, что и сказано, что Господь живет в славословии народа своего. Открывайте свои уста, открывайте свои сердца, чтобы Господь прославился в нашей жизни. И в этом месте, чтобы слава Его наполнила это место во имя и во славу Господа Иисуса Христа. Аминь. Тебе
Господь, что Ты с нами, что Ты здесь, Господь, что мы можем приходить и открывать свои сердца перед Тобой, Иисус. Спасибо, что можем воздавать Тебе славу и хвалу, несмотря ни на что. Спасибо, что Ты дал нам такое чудесное оружие и хвалу. Спасибо, Господь, что в любых каких бы стесненных обстоятельствах Ты не был, славь Бога, славь. Спасибо, Господь, мы можем славить Тебя и превозносить Тебя, наш Бог. Подарил любовь, ты
молитесь, читай. И давайте, церковь, сейчас будем молиться той молитвой, которой Господь научил нас молиться. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твоя есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Аллилуйя, Господь. Твоя есть царство, и сила, и слава во веки веков. Аминь. Господь, да будет воля Твоя здесь, на этом месте. Не наша воля, не человеческая, но Твоя да будет воля здесь, в церкви Твоей, в нашей жизни, в этом мире, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, Господь, спасибо Тебе. И Ты в Слове Своем, 1 Тимофея, первое послание Тимофея, 2 глава, Ты сказал, чтобы мы прежде всего молились за власть и за начальствующих, за всех человеков, чтобы мы жили мирной жизнью. И да будет, Господь, так. И сейчас мы поднимаем в молитве наших, тех людей, которых Ты поставил у руля власти, Господь. И в Слове Твоем сказано, что нет власти не от Бога, что каждая власть поставлена Тобой. Мы сегодня молимся за правителей мира, этого мира, Господь, за всех начальствующих, Господь, у власти. Благословляем их мудростью, благословляем их благочестием, благословляем их, Господь, миром Твоим, Господь. Ибо когда мир будет в наших сердцах, то мы способны будем принимать правильные решения. Также мы молимся за каждого чиновника, за каждого стоящего у власти, Господь, чтобы у них был страх Божий, Господь, чтобы благоговение перед Тобой было, чтобы Ты есть великий Бог, правитель этой земли. Господь, пусть в их кабинетах, Господь, будут приниматься законы, Господь, которые направлены Тобой, Господь, ради человека, ради блага, Господь, людей. Во имя Иисуса Христа, пусть Твое царство процветает в этом мире, Господь. Мы благословляем тех людей, тех ключевых людей, Господь, которые еще не у власти, но которых Ты готовишь, Господь. Пусть они будут подготовлены Тобой, Господь. Пусть будет, Господь, их сердца наполнены Твоей любовью, Господь, ради того, чтобы служить Тебе, Господь, верой и правдой во имя Иисуса Христа. Мы благословляем сегодня наш город Якутск, Господь. Это та земля, которую Ты дал нам, Господь. Ибо мы, большинство из нас, Господь, мы были когда-то рождены не в этом городе, Господь, но в других поселениях, в других городах. Но Ты, Господь, до этого дня Ты собрал нас, Господь, и дал нам миссии молиться за этот город, Господь, чтобы город процветал, Господь, чтобы город, Господь, стал светом, Господь, во имя Иисуса Христа, чтобы Твои пределы расширялись в этом городе, чтобы земля была полна Твоей славой, Господь. И мы благословляем город Якутск, чтобы Ты был спасен, чтобы живущие в каждом доме, Господь, в этом городе, каждое сердце, Господь, исповедало Тебя своим Господом, своим Спасителем. Иисус Христос, прославься в каждом сердце, в каждом доме, Господь. И будет с каждым разом, Господь, каждым днем все больше и больше людей, которые поклоняются Тебе, которые охвачены Твоим Духом, Твоей любовью, Господь. Слава Тебе, Иисус. Также мы благодарим Тебя, Господь, за эту церковь, которую Ты поставил на краеугольном камне на Иисусе Христе. И мы сегодня провозглашаем, что Иисус Христос, Ты есть пастор этой церкви. Спасибо Тебе, Господи, за тех служителей, которых Ты нам поставил, ибо Ты нашел их верными, Господь. Спасибо за пастора нашего Алексея, за Ларису, Господь, за Наталью Дмитриевну, Господь, за Наталью Михайловну, за Любовь Николаевну мы благодарим Тебе и за прославление каждого служителя прославления. Спасибо Тебе, Господи, наполни их сердца огнем Духа Святого, Господь, чтобы они каждый раз, когда вступают с молитвой, Господь, с десновением, чтобы служить Тебе, чтобы они понимали, Господь, что они это делают от любви к Тебе, Господи. Пусть мы все будем движимы Твоей любовью, Господи, чтобы наши руки воздевались,
чистыми сердцами, Господи. Очисти наши сердца, очисти наш разум, Господь, чтобы мы полностью были увлечены Твоим Духом, Господь, и охвачены Твоей любовью, Господь. Аллилуйя, Господь, чтобы мы были научены поклоняться в Духе истине, Господь, ибо таких поклонников Ты ищешь, Господь. И мы сегодня, Господь, благословляем нашего пастора Алексея, благословляем его, Господь, чтобы он был высокого духа, Господь. Пусть он будет, Господь, как Даниил, Господь, чтобы он молился трижды в день, Господь, и даже больше, Господь. Мы молимся, Господь, чтобы он был дерзновенен, Господь, прийти к Твоему престолу, Господь. Мы благословляем его, Господь, и помазываем его уста, Господь, чтобы он каждый раз, Господь, когда он выходит на эту кафедру перед этой церковью, чтобы он давал нам хлеб с небес, Господь, который может дать нашему телу, нашему духовному человеку крепость, Господь, крепость и силу, Господь, чтобы стать, Господь, крепко утвердиться на наших ногах, Господь, и крепко утвердиться внутренним духом во Иисусе Христе. Также мы благословляем Любовь Николаевну, благодарим Тебе, Господи, за ее старание, за ее верность, Господь, за ее труды, Господь, что каждый раз, Господь, когда она готовит проповеди, Господь, склоняется перед Тобой в молитве. Пусть, Господь, все посеянное через этого служителя, оно будет приобретено, Господи, во благо Царства Твоего, чтобы приносить плоды, умножающиеся плоды в нашей жизни. Благодарим, Господи, благословляем сегодня Любовь Николаевну, Господь, что слово, которое будет ею посеяно сегодня, Господь, оно упало на благодатную почву наших сердец. И я благословляю, дорогие мои братья и сестры, пусть ваши глаза прямо сейчас будут помазаны илеем Духа Святого, чтобы они открыли, чтобы ваше сердце, ваши духовные очи были открыты, принять это Слово Божье, чтобы оно упало на благодатную, мягкую почву. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты поднимаешь церкви, за новых людей, Господь, с разных слоев общества, Господь, которые трудятся во всех сферах нашего общества. И мы хотим, Господь, чтобы церковь, она была церковь город, Господь, чтобы каждый житель в нем исповедовал Иисуса своим Господом и Спасителем. Да будет во всем прославлено Твое святое имя. Во имя Отца и Сына Святого Духа. Аминь. И сейчас мы помолимся за наших детей. Дети драгоценные. Слава Богу, детей в нашей церкви каждым годом становится все больше и больше. Слава Богу за наших служителей, которые есть. Сейчас Наталья Дмитриевна будет молиться за наших детей. Доброе утро, дорогая церковь. Благодарим Господа за прекрасный день, за эту возможность собираться нам все вместе и прославлять Господа. И я благодарю Господа, что наши дети, они с нами, потому что это очень важно. И вот я часто думаю о том, что иногда мы, взрослые, очень заняты своими делами. Часто не замечаем своих детей, когда вместо того, чтобы как-то их привлечь к помощи, чему-то учить, мы торопимся приготовить, торопимся там убраться, еще какие-то дела сделать. Дети нам мешают. И потом, когда они вырастают, это я, допустим, о себе говорю, на своем примере, да, мы очень жалеем о том, что когда дети просили нас: мам, давай я тебе помогу, давай вместе с тобой сделаю. Мы просто очень торопились, и не хватало нам мудрости всегда делать наши дела или домашние, или еще какие-то вместе с нашими детьми, чтобы наши дети, они всегда были рядом, чтобы они не просто смотрели на нас со стороны, а что-то мы делали вместе. Но мудрость, она приходит годами, и я просто молюсь сегодня о нас, о взрослых, чтобы мы всегда были вместе с нашими детьми, и наши дети, они всегда были вместе с нами, где бы мы ни находились, что бы мы ни делали. И точно так же в Доме Божьем я просто еще раз ободряю родителей, взрослых, дедушек, бабушек: берите всегда своих детей в Дом Божий. И сами приходите, и детей своих берите.
Потому что точно так же ваши дети еще больше, они нуждаются в Слове Божьем. И это Слово Божье мы, вот учителя воскресной школы, стараемся доносить, прививать любовь к Богу. И еще раз я напоминаю, да, что в понедельник проходит в Зуме молитва за детей совместно, две церкви, Слово жизни и наши сестры. Мы молимся в Зуме за детей. Поэтому я ссылку скину завтра и идентификационный номер там и пароль. Пожалуйста, заходите, родители. Потому что это очень важно. Это проходит уже 5 лет и приносит очень большие плоды в жизни наших детей. Ну, я просто свидетель этому, это так и есть. И прямо сейчас, Господь, мы благодарим Тебя за наших детей, Господь, за то, что они здесь с нами, Господь. И они всегда, Господь, под Твоим покровом и защитой. Ты благослови, Господь, на всех путях, где бы они ни находились, дома, в школе, в общении со сверстниками. Ты, Господь, просто касайся их сердец, касайся их уст. Пусть их уста, Господь, произносят только те слова, которые угодны Тебе. Живи в их сердца, Господь. Пусть они познают Тебя, как своего Господа и Спасителя по-настоящему. Пусть они полюбят Тебя, Господь. Пусть они ходят Твоими путями. Пусть они будут здоровы, духовно, душевно, физически, Господь. И пусть никто не сможет их сбить с пути. Пусть та истина, которой они будут научены в Доме Божьем или дома родителями, она никогда не оставляет их. Пусть она живет в их сердцах, Господь. Пусть они будут успешны, что бы они ни делали, во всех делах, Господь. И в учебе, Господь, и в каких-то дополнительных занятиях, в каких-то кружках, Господь, где они ходят, где они занимаются, пусть они будут успешны. А пусть они слышат голос Духа Святого, пусть они будут послушны Тебе, Господь, и ходят Твоими путями, Господь. Благослови во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу! У нас уже есть служители, которые подросли с детской группы нашей церкви. Вот Данил, который тут в группе прославления играет. Зоя, которая тоже в группе прославления. И дети, которые помогают уже взрослым на служении, на молодежном служении, на детском служении. Рома, который помогает диаконскому служению. Слава Богу за них. И мы еще раз, как церковь, провозглашаем, что дети — это наше будущее. Из них Господь поднимет пастырей, евангелистов, пророков, учителей во славу Божию. И я сейчас хочу пригласить вас и напомнить о нашем служении. Мы это делаем из-за любви к Богу, из-за благодарности, потому что Он благословляет все сферы нашей жизни. Это и есть служение даяния, это и есть служение десятин. И благословен тот народ, который чтит Бога, да? Благословен тот народ, который ходит путями Его. Будьте благословенны, те, кто есть даяние, тот, кто чтит и хранит завет с Богом, когда приносит, чтобы в Доме Божьем была пища, чтобы была и духовная, и физическая пища. Слава Богу за то, что у нас есть свет сегодня, за тепло, что мы не замерзаем, что у нас есть стулья. Это все приобретены на даяние народа Божьего. И пусть Господь благословит вас духовно, материально, чтобы вы были благословены во всяком Божьем деле. И сейчас время, когда мы будем молиться о наших нуждах насущных, о исцелении. Это нормально, когда в жизни христианина есть нужды, потому что мир устроен так, да? Сейчас я попрошу сестру Валентину помолиться, повести нас молиться. Дорогой Отец Небесный, мы дети Твои, приходим к престолу благодати Твоей.
Господь, Ты видишь наши сердца. Ты знаешь все наши нужды. Мы на Тебя уповаем. Ты, Господь, наш обеспечитель. Ты знаешь, кто нуждается в исцелении. И Ты послал уже нам исцеление. Еще 2000 лет назад. Господь, помоги нам войти в покой, мир Твой и принять то, что уже давно совершено на кресте, Господь. Пусть придет понимание, что Ты наш Целитель. Пусть придет понимание, что только на Тебя мы можем уповать во всех ситуациях нашей жизни. Ты, Господь, восполняешь всякую нужду. Ты даешь нам крышу над головой. Ты даешь нам финансы. Ты даешь нам здоровье. Ты ведешь нас за руку, Господь. А когда обстоятельства становятся невыносимыми, Ты берешь нас на руки и несешь нас на своих руках. Господь, пусть придет понимание, что только в Тебе надежда на Тебя, только в Тебе покой, радость, мир. Только благодаря Тебе, благодаря Твоей святой жертве, Иисус Христос, мы можем войти в дом Отца и быть там не рабами и прислугой, а быть Твоими законными детьми, Господь. Спасибо Тебе за все, за Твою любовь, которую Ты доказал на кресте, Господь. Спасибо Тебе, Господь. Помоги нам, научи нас, помоги нам вырасти духовно, чтобы не быть попрошайками у трона Твоего, но подходить с любовью и говорить: Папа, а что хочешь Ты от нас? Помоги, Господь, нам, помоги вырасти, помоги окрепнуть. Помоги, Господи, противостоять всяким обстоятельствам, которые враг наш посылает в нашей жизни, пытается выбить нас с той дороги, по которой мы идем, по которой Ты ведешь нас, Господь. Помоги нам, чтобы, когда ропот поднимается в нашем сердце или какое-то возмущение, взамен приходила молитва, благословение, благодарение, Господь. Благодарим Тебя за все. Благодарим за то, что Ты восполняешь всякую, абсолютно всякую нужду. По вере нашей Ты даешь нам, Господь. Очищай наши сердца. Потому что чистые сердцем Богу узрят. Отец Небесный, у нас есть особенная нужда. Мы молимся сейчас в единстве о Николае Николаевиче Черемисине. Ему предстоит операция. Господь, просто отдаю в Твои руки. Руки врачей, всю аппаратуру, которая будет использована во время операции, все инструменты. И не люди будут оперировать его, но сам Ты, Господь. Мы верим, что слава Твоя через эту операцию придет в семью Черемисов и вообще в ту больницу, в которой будет оперироваться этот человек. Просто чудо Твое и слава Твоя. Спасибо Тебе, Отец, за все. Благодарим Тебя. Благодарим. Только благодарные сердца получают награду, Господь. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо. Благодарим за все. Славим имя Твое. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Я, прежде чем отдать микрофон Любовь Николаевне, я хочу поприветствовать наших сестер Сунтамской церкви. И еще моим женам очень нравится вот эта пара. Я приветствую вас, драгоценные. Да? Слава Богу! А мы не знали до сих пор, да, что у нас есть такая
такие драгоценные. У меня белая, я открыта, мы ходим больше свет церковь. Вот мы решили сегодня прийти на каждую церковь, посмотреть, послушать, потому что Хорошо. Будьте благословенны. Слава Богу. Суббота, Добрый день, драгоценные. Оказывается, у нас уже полный зал. Надо стульчики ее скоро будет ставить в следующий раз. Замечательно, уже совсем почти нет места свободного. Так что радуюсь, весна. Конечно, не думала, что сегодня буду опять делиться словом, но Господь так усмотрел. Своим внучатам, которых вы видите, перед сном я читаю книги. И одна из них называется «Азбука чувств и эмоций» Екатерины Кесс. И так как сегодня я хочу предложить вам тему, касающуюся напрямую одного из наших чувств, то решила взять определение слова «чувство» из этой детской книги. Чувство – это то, что мы ощущаем каждый день, как реагируем на события в нашей жизни. А обсуждать сегодня мы будем очень распространенное чувство как во всем мире, так и в христианской среде. Сейчас, когда идет братоубийственная война, эта эмоция охватила особенно большие группы людей из разных народов. И речь сегодня пойдет о гневе и злости. Нам с вами, драгоценные, нужно разобраться, приемлемы ли эти чувства для верующих, или это чисто дела плоти, а значит грех. Разобраться, как в соответствии с Писанием необходимо реагировать на те или другие вещи, в частности, на несправедливость и так далее. Я не сторонник увлекаться психологией и вам не советую. Но для полноты картины скажу, что в психологии эти чувства считаются нормальными и даже советуют подружиться со своей злостью, потому что принято считать, что если ее не выражать, а блокировать, то впоследствии перестанешь испытывать какие-либо чувства. Не индивидуалистическая культура, то есть та, которая главной ценностью является права человека, относится к гневу также слишком позитивно и говорит, что гнев надо выражать. А вот моральная, традиционная культура, которая и у нас, которая считает главной ценностью не личность, а семью, правильные поступки, советует подавлять свой гнев. Гнев считается чем-то очень плохим, и, мол, хорошие люди не гневаются вообще. Слава Богу, Библия не относится к этим культурам, и подход ее уникален. Она видит и добрую природу гнева, и опасную, разрушительную силу в нем. И что меня удивило, что в этой детской книге, хотя ее автор это известный детский психолог, сделал совершенно правильный вывод, что нет плохих и хороших чувств. Умничка автор, скажу так. Но выход из ситуации, как не злиться, она дает все же неверный. Об этом чуть позже. Под гневом мы с вами будем подразумевать разные оттенки этого чувства. Такие его синонимы, как негодование, ярость, раздражение, злость, злоба и так далее. Хорошо? Начнем с очень известного места Писания, которое наверняка уже много всплыло сразу, как только я сказала тему. А тема, кстати, праведный и неправедный гнев. Ефесянам 4 глава, 31-32 стих. Ефесянам 4, 31-32. «Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг по другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». И драгоценные в Галатах, в 5 главе, 19 по 21 стих,
Гнев причислен к делам плоти, наравне с прелюбодеянием, блудом, там, нечистотой различной, идолослужением, волшебством, ненавистью, ссорой, враждой, убийством, пьянством, бесчинством и тому подобное. Предваряю вас, значит, это Павел говорит, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Получается, что если человек гневается, Царство Божьего не наследует. Прочитав эти два места Писания, можно ошибочно сделать вывод, что нам, христианам, не позволительно гневаться. Ошибочно. К сожалению, в христианской среде нередко бытует именно такое мнение, что если мы допускаем гнев, значит мы грешим. Но совершенно не обязательно. Можно разгневаться и не согрешить, а можно разгневаться и согрешить. Иоанн Златоуст, такого, наверное, имя все знаете, считал, что человек, который гневается без причины, грешит. И человек, который избегает гнева, тогда, когда причина есть на самом деле разгневаться, тоже грешит. Потому что безрассудное терпение – это рассадник многих пороков. Есть и другие подобные этому мнения, что никогда не гневаться – это грех. Услышали? Никогда не гневаться – это грех. Мы придем к этому. И взрываться в гневе – это тоже грех. А где же золотая середина, библейский идеал? Его-то мы сегодня попытаемся увидеть, драгоценные, понять и взять себе на вооружение. Постарайтесь уловить суть, чтобы это слово стало, как бы практическим и помогло вам справиться по жизни с негативными эмоциями. Мы сегодня осветим как правильный гнев, к которому относится Божий гнев, и неправильный гнев, человеческий. И начнем, конечно же, с человеческого, который, согласно Иакова 1.20, можно открыть, Иакова 1.20, он не творит правды Божьей. Не творит правды Божьей. Еще есть демонический гнев. Он действует через негативный человеческий гнев, когда дьявол заводит человека, да? Итак, давайте перейдем к сути. Основные характеристики неправильного гнева. Нет учебника такого, нету таких, что-то открыли бы, посмотрели и нашли прям вот характеристики неправильного гнева. Поэтому, кто записывает, можете немножко себе где-то записать, потому что все добралось по крупицам. Значит, неправильный гнев, он направлен на человека, а не на саму проблему. Такой гнев, он беспощадный. Он такой с размахом рубит, широко. Обычно причина, вызывающая неправильный гнев, она искаженная. Что это значит? То есть незначительная причина вызывает излишний гнев. То есть разбор, как говорится, на ровном месте. Все было хорошо, и вдруг вот тебе, пожалуйста. Мы сильно гневаемся, если лично нас унизили. Вот тут мы, конечно, реагируем неадекватно. Тогда как ужасная какая-то несправедливость, которая вершится в другой части мира. Вот там в Сирии идет война. Сильно вас раздражает? Вы прям гнев у вас такой сильный? Нет. Это меньше нас волнует. Да? Меньше. Искажена также и цель неправильного гнева. Цель. У гнева должна быть цель. Почему гневаемся? Мы хотим уже не справедливости, а мести. Отомстить. Неправильный гнев, он может быть взрывоопасным. Хотя не обязательно, но он может быть взрывоопасным, потому что это динамит для души. И он может разрушить все, как взрывчатку. То есть без разбора разрушает все. Неправильный гнев, он хуже влияет на наше с вами физическое тело, особенно на сердце, чем тревога, скорбь или любая другая эмоция. Даже хуже, чем экстремальные физические нагрузки. И слова, которые мы говорим с вами в гневе, это опасное оружие. Слово можно убить, правда же? Оно ранит людей, разрушает отношения, которые, к сожалению, долго строятся, да? Но иногда
невозможно уже вернуть. Неправедный гнев искажает вообще наше восприятие, наше понимание ситуации. Мы видим однобоко, восприятие самого себя, мира, общества. И потому, гневаясь, мы принимаем в итоге глупые, разрушительные решения. И вообще вся наша жизнь становится наполнена проблемами, которые гнев приносит. От гнева драгоценные и войны, и угнетения, и очень много горя. Гнев, он большой дисквалификатор. Моисей, помните, кратчайший из всех людей на земле разгневался на народ, что они в очередной раз роптали из-за нехватки воды. И чего ему это стоило, этот гнев? Чего стоило ему? Он не вошел, в землю обетованную, куда вел народ, вот этот же народ, 40 лет по пустыне. И в числах 20:11 мы читаем, в чем же выразился этот гнев Моисея. Вместо того, чтобы сказать скале, чтобы вода пошла, он что сделал? Он жезлом 2 раза ударил. Вроде бы, что ж тут такого? Стукнул. Нет, друзья, он разгневался. А почему он ударил? Да достал его уже как народ. Достал просто. Одно и то же 40 лет. Чуть что недовольство и ропот. Достал. Сорвался Моисей, дало терпение, у него просто лопнуло. Он тоже человек. Тоже человек. Но последствия проявления неправедного гнева, как видим, весьма серьезные. Весьма серьезные последствия. Из всех эмоций гнев больше всего похож на наркотик. Услышите это? Потому что гнев так же прячется, как любая зависимость, как наркозависимость. И его, как и любую другую зависимость, человек чаще всего отрицает. Я не гневаюсь. Что вы? Я только заступаю за себя. Или я просто облегчу душу свою. Или меня волнует прежде всего справедливость. Я борец за правду. Я режу правду матку. И так далее. То есть, отрицая свой гнев, мы себе его что делаем? Позволяем. Позволяем. Сама по себе эмоция гнева, она значима и важна. И она нам дана Богом. Это не сатана нам дал эту эмоцию гнева. Она нам дана Богом. Но она может быть присоединена, как вы уже догадались, к правильному источнику, и в итоге тогда будет правильный гнев, и к неправильному источнику, и в итоге будет наружу выйдет неправильный гнев. Гнев может быть провоцирован разными вещами. Например, когда мы слышим о несправедливости какой-то, или зле, нечистоте и так далее, у нас может возникнуть чувство гнева. И знаете, драгоценное, это нормально. Нормально. И это не является грехом. Не наличие гнева в нас, а наша реакция, наши действия определяют, мы с вами грешим или не грешим. Не само наличие гнева. Давайте откроем Псалом 4, 5 стих. «Гневаясь, не согрешайте. Размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших и утешитесь». И Ефесянам 4, 26, 27. Тоже начинаем. «Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не взойдет во гневе вашем. И не давайте места дьяволу». То есть мы читаем выражение «гневаясь, не согрешайте». Что это можно? Как это понять? Получается, что не написано же здесь «не гневайтесь, чтобы вам не грешить». Так не написано? Нет. Но ясно написано, что можно гневаться и согрешить. И можно гневаться и не согрешить. Давайте мы разберемся все-таки, как это. Когда пришел гнев, на любую несправедливость, какую-то ситуацию, и мы его смогли в себе удержать с помощью, допустим, плода самообладания, да? Смогли не взорваться, не выплеснуть гнев, как разрушительные слова там, или действия физические, негативные и так далее, тогда мы не согрешили. Но если мы открыли свои уста, выплеснули гнев со злостью, негодованием наружу,
тогда гневаясь, мы согрешили. Ну давайте так на примере жизненном. Едете вы, такой вот водитель, едете на дороге, по дороге, да, частая ситуация, в своем авто, и вас так вот ни с того ни с сего подрезает машинка крутая. Внутри, естественно, поднимается гнев. Но вы сдержали его посредством, допустим, имеющихся у вас плода праведности, то есть мира, радости, любви. То есть активировали эту мир, радость, любовь и так далее. И угасили положительными эмоциями Царства Божьего эту негативную эмоцию. Это и есть пример, как ходить в противоположном духе. Чтобы не позволять негативным реакциям других, вводить нас в негативную реакцию. Чтобы не позволять грехам других, вводить нас в грех. Но после того, как вы промолчали, идите дальше в машине и говорите: Господи, я его прощаю. Я принимаю решение любить этого водителя, несмотря ни на что. Спасибо тебе, Господь, что мы не столкнулись. Ты нас уберег. В этом случае вы не согрешили, драгоценные. Вы разгневались, но вы не согрешили. Но если вначале вы выпустили брань из сердца своего, обозвали водителя гадом, чем там, козлом, бараном, идиотом и любой другой тварью, вы согрешили. Вы согрешили. И здесь уже придется просить у Господа вначале прощения за себя, а потом уже молиться о том, о чем мы с вами говорили. И с гневом, драгоценное, нужно разбираться как можно быстрее. То есть до завершения дня, как мы читали только что, да? Чтобы солнце не зашло в гневе. Разбираться. Ну ладно. Раньше, когда заходило солнце, завершался день, и люди шли спать. Ну, света же не было. Да, люди шли спать, поработали, шли спать. Вот. Не разрешив конструктивно конфликт, не ложитесь спать. Если вы, муж и жена, к примеру, да, поссорились, разгневались друг на друга, и при этом не разобрались с конфликтом, да, то вы или на следующий день проснетесь в негативе, уже не с той ноги встанете, или вовсе не уснете, так как всю ночь будете прокручивать это кино, эту ситуацию в своей голове. И чем больше вы это будете прокручивать, тем больше будете злиться. Обида, она такая, она душит прям. И эта эмоция всю ночь будет накручивать вас друг против друга. Дьявол, он своего часа не упустит, драгоценные. Он вас не пожалеет. Он обязательно воспользуется этой возможностью, такой открытой настежь дверью. Заходи. Он воспользуется. И это подходящее время для него, когда вы ложитесь спать. Это прям как вот сейчас ему очень хорошо. Воздействие начинает активно, просто атаковать разум человека. Наполнять его ложью, негативными плохими мыслями, раздувать таким образом гнев, раскалять эмоции. И уже точно на утро из мухи будет слон. Можно выделить хронический гнев и нехронический. Нехронический – это когда человек иногда в какой-то экстремальной ситуации разгневается. Да? Пусть неправильный гнев, но он, так сказать, это иногда, это не хронический. А хронический, когда человек будет реагировать гневом в большом количестве процентов, 70-80% на все негативное, чтобы чуть-чуть негативное, сразу вспышка гнева, сразу же, тут же. Как это возможно и почему? Вы знаете, сначала гнев, он зарождается в виде обиды или внутреннего возмущения. То есть гневу предшествует внутренний бунт, внутреннее противление. По мелочам человек становится такой упрямым, черствым, не принимает никакого обличения. Потом все это нарастает внутри человека, усиливается, укореняется в сердце, и в определенный момент оно выплескивается просто наружу в виде гнева. Притом в любой ситуации. Уже не обязательно острой, не обязательно конфликтной изначально. Потому что когда что-то кипит, удержать его уже в отведенных границах очень сложно, согласитесь. А как этому можно было избежать? Как? Нужно было избавиться от гнева, когда он только начал
зарождаться, а не вынашивать и не таить его в себе. Это точно так же, как с обидой и непрощением, драгоценные. Сразу же нужно прощать, если вы себе не враги. Как можно быстрее это нужно делать. Эти все чувства, они взаимосвязаны. Потому что все чувства, они постепенно, они не сразу, они постепенно врастают в человека, становятся его частью, его постоянным спутником. Это постепенно происходит. Наверняка каждый из вас встречал человека, который загорается, как говорят, как спичка, да, на ровном месте. Встречали таких? Встречали. И как бы вы ни старались обойти такого человека стороной, он запросто может вас задеть и еще и вас же обвинить. И знаете, что хочу сказать? Не стоит приобщаться к совету людей с характеристиками неправильного хронического гнева. Почему? Не только потому, что худые сообщества развращают добрые нравы, это мы помним, да? Не только. Но, что однозначно важно учитывать, что с гневом и на гнев приходит проклятие. И я об этом немножечко вам расскажу. Но если это скажет член вашей семьи, кто-то вам близкий, куда деваться? Деваться некуда. Ваша часть в этом случае молиться и благословлять, и покрывать любовью. Будет соответствующий плод драгоценный в такой жизни вашей. А какой плод будет? Выработается что? Долго, правильно, долго терпение. Долготерпение. Приведу пример такой, как поступать по-библейски. Опять-таки, если, к примеру, мы возьмем, вы муж и жена разгневались друг на друга, но имея понимание, что вы не враги друг другу, то взяли гнев сразу же под контроль других чувств. Любви, взаимоуважения, милосердия, долготерпения. И вы поменяли молитву. И в ярости обрушили этот гнев на врага. И молились против духов раздора, духов разногласия, против твердынь в вашем разуме. И сокрушали их во имя Иисуса Христа. То есть вы таким образом направили гнев в правильное русло, чтобы это разрушило то, что оно и должно было разрушить. И не дали места в своем сердце, чтобы оно там не било гнездо. Как пишет Екклесиаст 7:9, Екклесиаст, гнев гнездится в сердце мудрых. Что написано-то? 7:9. Сердце глупых. То есть пристанище себе нашел гнев там. Там устроил себе домик из сердца, укоренился и поселился на постоянку. Там ему и хорошо. Когда трудно справиться с зародившимся чувством раздражения, обид, недовольства, гнева, злости, есть еще один, такой простой, но хороший совет. Поговори с близким вам человеком, тому, кому вы доверяете. О том расскажите, что у вас на сердце. Не зря же говорят, со стороны виднее, да? Иногда очень полезно услышать мнение другого по поводу вашей ситуации, вашего состояния сердца, ваших чувств, чтобы вы смогли освободиться от обиды и, соответственно, от раздражения и гнева. Мы с вами прекрасно понимаем, что любой человек, любой, может разгневаться. Но есть разница между зрелым христианином и незрелым. И эта разница будет в быстроте покаяния. Это важно, драгоценные. Как долго мы будем пребывать в негативной атмосфере, которая открывает врата чего? Неба или ада? Конечно, ада, врата ада. И чем больше человек находится в непрощении, в гневе, тем шире эти врата ада открываются. И тем сложнее будет выкарабкаться из ситуации, в которой он находится. А как поступали апостолы? Они нам оставили пример? Как вы думаете? Конечно, оставили. Много примеров. Давайте откроем 1 Коринфянам 4:12. 1 Коринфянам 4:12. Это апостол Павел говорит. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Хулят нас, мы молим. Мы как соль, то есть мусор для
благословением на злословие, добрыми увещеваниями на грубые поношения и оскорбления, были терпеливы в самых жестоких гонениях. Конечно, все эти гонения и испытания были связаны с проповедью Евангелия, но, драгоценные, наша с вами жизнь тоже есть Евангелие. Сама наша жизнь, наше поведение – это Евангелие для этого мира. Если мы ответим так же, как принято отвечать в этом мире, то чем тогда мы будем отличаться от неверующих? Ничем. И этим мы точно тогда не явим Господа и Его славу. Для чего мы сюда пришли? Кто-то из вас может вспомнить случай в своей жизни, когда ему незаслуженно говорили отвратительные гадости в лицо, оскорбления, а вы в ответ молились и искренне благословляли этого заблудившегося, слепого человека, который живет во тьме, естественно, в цепях рабства. Вы ему сочувствовали, что в этот момент, что он не спасен, и он не имеет того, что вы имеете внутри себя. Он не имеет радости, мира, любви и так далее. То, что невозможно украсть, то, что вам дал Господь. Не просто религиозно сказали, пусть тебя Господь благословит, и пошли. Нет, если искренне, я скажу честно, что я подумала, какие ситуации были в жизни, конечно, не все вспомнила, но если действительно вот так вот грубили и обзывали, чтобы я молилась и искренне с любовью от чистого сердца, я такого не припомню. Не отвечала, да, грубостью, не отвечала на оскорбления, потому что такие минуты, знаете, оно приходит это слово, конечно же, из Писания, что кроткий ответ, он отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает радость. Но очень каюсь. Я не благословляла искренне и точно не увещевала этих людей от чистого сердца. Это нам, драгоценные, верующим дано в притчах 24-29. Не говори, как он поступил со мной, так и я поступлю с ним. Воздам человеку по делам его. А как мы должны поступать? Поступать согласно Библии. Как? Открываем притчи 25-21. Если голоден враг твой, накорми его хлебом. Если он жаждет, напой его водой. Такого нет, драгоценно, ни в одной книге мудрости, ни у одного народа мира. Везде речь идет о самоконтроле. Но здесь же не самоконтроль. Нет же. Это не просто же не мстите своим врагам. Но здесь написано: спасайте своих врагов едой и питьем. Спасайте. И читаем продолжение слова Иисуса, которые я уже надоело говорить, что это мое любимое местописание, Матфея 5:44, где Иисус говорит, что любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благодарите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. И да будете сынами Отца вашего Небесного, и Он, поливая солнцу своему, восходить над злыми и добрыми, и посылая дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Применять такой совет, который дал нам сейчас апостол Павел и Иисус, в нашем жестоком мире, это непрактично, согласитесь, правда? У нас принято что? Давать сдачу. Распространен принцип «каждый за себя». История полна примеров, когда общества разваливались, империи разваливались и были сожжены дотла, если подавались ненависти и насилию. Но империя Иисуса надежно построена на основании любви. И она все еще растет и будет пребывать вечно, потому что любовь, она не прекратится. Какой же совет дает детский психолог детям, когда они злятся? Один совет она дает правильно совершенно. Нужно рассказать папе, маме о том, что их беспокоит. Но вот второе, с чем мы не можем согласиться, драгоценное, как верным решением,
советуют психологам выплеснуть свой гнев. Постучать кулачками по мебели, по подушке, скомкать и бросить на пол листок бумаги и так далее. Что это? Как не то же самое, что делают некоторые взрослые. Например, в Японии позволяли делать куклу начальника и ей в лицо говорить всякие гадости, и не только говорить, все что угодно. Но это не библейский метод. Гнев не нужно копить. С ним нужно разбираться и сразу же, это мы с вами сказали. Согласно Писанию, если человек допускает гнев, ему приходится гневаться еще больше. И в итоге он потеряет контроль над своим гневом. А гнев возьмет контроль над человеком. Сегодня выплеснешь свой гнев на подушку, на мебель, на куклу. А завтра все равно сорвешься. И сделаешь это уже живым человеком. Надо нам и самим правильно разбираться с этим чувством. И детей учить правильно поступать, а не кулачками махать и бросать что-то на пол, бумагу. Завтра это уже будет, как я сказала, не бумага, это уже может быть, что пойдет под руку, посуда, острые предметы, и это уже может быть не пол, а человек. Границы в гневе размываются. Я когда объяснила это девушке, он прекрасно все понял. Я думаю, ваши дети тоже поймут. Ничего в жизни не проходит бесследно. И за все нам придется отвечать. Мы уже вспомнили о Моисее. Но давайте прочитаем притчи 19:19. Гневливый пусть терпит наказание. Слышите, да? За гнев будет наказание. Потому что если пощадишь его, придется тебе еще больше наказывать его. Гнев-то разрастется. И будет больше проблем. Если человек не может справиться с гневом по жизни, то его ожидает в конце заслуженный приговор. Я покажу вам это еще на одном примере из Библии. Речь идет об одном из колен Израиля, одном из 12 колен, да? Всех сыновей Израиля в конце своей жизни благословил. И эти благословения описаны в Бытие 49 главе. Но есть там исключение. Есть там 2 сына, в адрес которых Израиль не сказал ничего доброго, наоборот, сказал слова проклятия. И Моисей во Второзаконии также благословил всех сыновей Израиля, за исключением одного. О ком идет речь? Кто из вас подвинет? Сразу не можете сказать. Ну, подумайте о Симеоне, драгоценные. О Симеоне. Бытие 49:5 открываем. Бытие 49:5. Симеон и Левий, братья, орудия жестокости мечи их. Совет их, да не гниет душа моя, и к собранию их, да не приобщится слава моя, ибо они во гневе. Почему? Во гневе своем убили мужа, и по прихоти своей перерезали жильцы тельца. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Разделю их, проклятие, в Иакове, и рассею их в Израиле. Как видим, гнев высвободил проклятие. Я думаю, что вы все помните, что сделал Симеон и Левий. Они вырезали весь мужской род в городе, потому что сын князя этой земли обесчестил их сестру Дину. Хотя тот уже, он раскаялся, он и готов был верно хорошее дать, и на ней жениться, и весь свой род решил обрезать, как израильтяне. Но не тут-то было, гнев взял свое. Вы знаете, действительно, потомство Симеона, они были пастухи, которые были рассеяны и разделены. Вот такое последствие настигло всех потомков этого рода за жестокость и гнев главы этого рода. Вы бы хотели, чтобы ваш род был проклят, рассеян и разделен? Я думаю, что нет. Ну, вы же не глупые люди. А тогда нам придется задуматься о том, как быть с неправедным гневом и как с ним справляться. А если учесть, что принято считать,
что 12 колен Израиля – это 12 аспектов, 12 сфер, 12 ворот, 12 измерений, 12 порталов и так далее, души, неважно, как мы это назовем, неважно, то в Симеоне мы видим такое свойство души, как своеволие, самонадеянность, мстительность и жестокость. Жестокость. Мы не должны мстить за себя, драгоценные. Богу надо отдать отмщение. Наша душа должна учиться прощать и не брать суд в свои руки. Она должна разоружиться и сложить к ногам Господа свой душевный меч. Какой это меч? Меч гнева, меч ярости, меч мщения. И сдаться просто Господу, чтобы не причинять вред другим душам, за которые Господь Иисус отдал свою жизнь. Мы должны действовать духовным мечом, то есть Словом Божьим. И нам надо учиться воевать не с душами человеческими. Запомни это. Никогда против душ человеческих не воюйте, а с врагом душ человеческих. Кто такой? Кто враг? Дьявол. Мы не воюем против человека, мы против дьявола воюем. Так что же является золотой серединой? Библейским идеалом гнева. И как он должен выглядеть? Так как Бог сам имеет эту эмоцию, и в Библии можно проследить, как он ее выражает, тогда нетрудно, драгоценное, понять, как она должна выглядеть в идеале. Назовем основные характеристики праведного гнева. Прежде всего, он направлен на проблему, то есть на уничтожение глупца в человеке, а не самого человека. Слышали, да? На зло, на проблему направлен. Праведный гнев, он всегда стремится произвести точечный удар. А мы, как говорили, то широко, с размахом неправильный, жестоко. А здесь точечный по злу. Следующая его характеристика, ключ к праведному гневу, это что он медленный. Многие притчи говорят, что мы не должны быть лишены гнева, но что должен быть гнев медленный. Давайте подтвердим это. Притчи 19:11. Притчи 19:11. Благоразумие делает человека медленным на гнев. И притчи 29:11. Глупый весь свой гнев изливает, а мудрый сдерживает его. То есть мудрым присущий медленный вид гнева. Призыв в Новом Завете обращен как всякому человеку. Иакова 1:19. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова и медлен на гнев. Это к нам, верующим? Конечно, ко всем. Это также атрибут Бога. Так действует Бог. Господь медленный на гнев. Он долго терпеливый. Он медленный на гнев. Иудейские раввины учат, что нужно вовремя одевать смирительную рубашку. На 3 минуты. Запомните, на 3 минуты всего. Что это значит? Когда человек на что-то разгневался и хочет сразу же просто выплеснуть, сказать негативно что-то, представьте себе, что вы в смирительной рубашке, которую одевают душевно больным, неуравновешенной личности. Он вообще пошевелиться никак не может, ничем. Вот представьте себе эту ситуацию, что вы вот так обездвижены. Через 3 минуты после того, как вы поразмыслите в своем сердце о сказанном в ваш адрес или происходящем событием, все предстанет в ином свете, драгоценном. Если не совсем белым и розовым, то во всяком случае не таком уже черным и серым, таком мрачном. Просвет обязательно покажется. Испробовано миллионами людей, работает. Я много раз испробовала это. Главное взять себя в руки и выдержать эту паузу. Если бы мы смирились в такие моменты жизни, всего на 3 минуты закрыли свой рот, как бы удерживая воду, то многих капельков и негативных последствий вспышек гнева избежали бы точно. Не высказывая сразу истинную эмоцию, которая закипела внутри, бесспорно, в этом есть мудрость. Надо остыть, включить разум. Согласны? Да.
В Писании есть огромное количество мест, где говорится о том, что Бог гневается как на народы, так и на отдельных личностей. Почему же Бог гневается и при этом Он не согрешает? Ответ лежит в природе гнева. Как вы думаете, какая изначальная форма гнева, его чистая форма? Что это? Защита. Ну, это же не эмоции, это же не чувство. Какая изначально форма гнева? Вот чувство какое? Его... Начальная форма его, начальная. Я поняла, что сказать, что с чего начинается. Нет, друзья. Изначальная форма гнева, его чистая форма – это любовь. Которая стремится, вот то, что сказал как раз Илюша, защитить то, что любит. И гневается на все, что угрожает кому, что она любит. Понимаете? Любовь лежит в основании. Поэтому мы в самом начале отметили, что есть добрая природа гнева и есть разрушительная, негативная сила гнева. А так как наш Бог есть любовь, и Он нас очень любит по-отцовски, Он гневается на грех, который как раб уничтожает созданных им людей, за которых жизнь отдал Его возлюбленный Сын. Он-то точно знает, что нам полезно, что нам во благо и что во вред и во зло. Возьмем пример нашего обыкновенного земного отца. Чем больше отец любит своего сына и желает ему добра, тем больше он будет злиться, он будет зол на пьяницу, обманщика, вора, предателя, на любой порок, который есть в его сыне и который вредит и разрушает жизнь его сына. Согласны? Драгоценно, если мы ни на что, никогда не гневаемся, то есть проявляем безразличие, равнодушие, то это означает, что мы никого и ничего не любим. Согласны? Если вам безразличен человек, вы любите его? Не любите. Нет. Если мы любим и видим, что объект нашей любви под угрозой, мы будем гневаться. И это нормально, и это правильно. Примеры жизни. Если вы ребенку говорите, одень теплую куртку, там шапку и так далее, потому что на улице мокрый снег, а он бежит в одном свитерке, играть в футбол, там, в хоккей, вы будете гневаться? Конечно, потому что вы любите своего ребенка, а ребенок бездумно вредит своему здоровью и может заболеть. Вы же не будете ребенка вслед проклинать или думать, да пусть он заболеет пневмонией, вот поймет тогда, что он был неправ. Нет же, драгоценные. Вы попытаетесь разуметь ребенка или в конце концов вы накажете его и оставите его сегодня без прогулки. Я правильно говорю? Правильно, это правильно. И если гнев не взрывоопасный, а медленный и направлен на проблему, на зло, а не на человека, то это и есть праведный гнев. Если мы с вами хотим жить по мудрости и иметь сердце, способное различать, потому что мудрый различает добро и зло, то есть иметь сердце, умеющее различать добро и зло, нам нужно правильно понимать и правильно общаться с гневом не только со своим, но и с чужим. Например, если... Я почему так много говорю например? Просто мне в прошлый раз сказали, как хорошо, что вы даете примеры, так легче понять. Поэтому я вот примеры немножко больше, может быть, даю. Если ребенок возбужден, не нужно на него кричать. Хотя возбужденность это еще не гнев, а одна из составляющих, да, гнева. Но не нужно провоцировать, чтобы ребенок действительно гневался. И если взрослый человек в гневе, дайте его гневу пройти. Не трогайте, отойдите, не провоцируйте, не бубните вслед ему. Не гневите еще больше. Будьте снисходительны. Будьте снисходительны, покройте любовью. А как же нам самим защищаться от боли, которую причиняет нам гнев близких? Потому что больше всего нас ранят близкие люди. Например, дети-подростки. Есть такое? Дети в этом возрасте могут быть очень жестокими и могут сильно, незаслуженно ранить родителей. Какие есть выходы? Можно, конечно, устраниться от подростка, не трогать его, ну пусть себе живет, как живет, перерастет.
в таком случае его глупость его может поглотить. Или его саморазрушительное поведение может его же и убить. То есть это называется оттолкнуть ребенка. Можно вести себя так же, как вел себя подросток. Как это? Нарецкие его слова. Я тебя ненавижу. Вы ему вслед. И я тебя ненавижу. Ты мне не нужен, и ты мне не нужен. Что в этом случае? Победит зло драгоценное. Теперь уже, знаете, наша глупость, мы взрослые, наша глупость нас и одолеет. Мы станем холодными, жестокими, и, естественно, мы еще больше удалимся друг от друга. Опять-таки, это неправильный выход. А где же верный? Где верный? Поступать так, как мы только что описали, наносить точечный удар, нежно настаивать на правде, нежно. И ударить не по самому ребенку, а по проблеме. И гневаться не на самого ребенка, а на глупость, которая в нем. Сопереживайте ему, говорите: я понимаю, что ты зол, ты сердишься, но нужно делать вот так и вот так. Проглотите больно, но проглотите ту боль, которую вам причиняют. Не отталкивайте, не нападайте. Это единственный способ его спасти. А вы же хотите спасти своего ребенка. Точно так поступает Бог по отношению к нам. А мы ведем себя как глупые или как подростки. Бывало же в нашей жизни, хотя бы однажды, подумайте внутри себя, что мы с вами извелись на Бога, что Он не сделал то, что мы хотели. Бывало же? Бывало. Но пришло время, и мы все осознали. Так и с нашими детьми. Познают Господа, и придет прозрение. Вырабатывайте драгоценное. Долго терпение. А долготерпение, как известно, это признак мудрости. А только мудрым присущий какой гнев? Терпеливый, медленный, правильный гнев. Аминь. Итак, мы с вами разобрались с особенностями праведного и неправедного гнева. Исследуя даже этим немногим озвученным советом, как вести себя, когда зарождается гнев, когда он уже укоренился, можно избежать многих роковых ошибок по жизни. И напоследок еще несколько рекомендаций для всех тех, кто всерьез хочет избавиться от неправильного гнева и хочет гневаться правильно. Это для вас. Если вы действительно в гневе, нужно его признать. Это первое. Признайте, что у вас есть гнев. Не прячьте его, не отрицайте, не скрывайте его. Помните, он как наркотик, как зависимость, любит прятаться. Даже если вы жертва, и вы действительно вас обидели, не вы, вас действительно обидели, признание своего гнева ставит вас в уязвимое положение. Почему? Потому что если вы говорите, допустим, вот я говорю: я на тебя сержусь, я на тебя вот обиделась за то-то и то-то. Таким образом, я как бы, знаешь, признаю свою слабость, что я могу тоже злиться, могу тоже обижаться, да? Это что же моя, да? Как бы я признаю свое уязвимое положение. А значит, таким образом я даю возможность другому человеку, чтобы он тоже сознался, признался, что у него есть слабость, и он тоже то-то, то-то, то-то может. То есть это возможность примирения. Когда мы не только критикуем человека и не признаем своего гнева, это не только разрушает возможность примирения, но и поддерживает наш гнев. То есть, когда мы только критикуем, да, а свой гнев не признаем, тогда это еще больше укореняет нас в нашем гневе. И возможность примирения нет. Когда горький корень, он укореняется, и уже будет деревом вскоре вырасти. И если мы с вами не признаем своего гнева, он в конце концов, как мы уже говорили, возьмет над вами полный контроль. Важно научиться чувствовать свой гнев и знать, насколько мы в гневе. Знать свою точку кипения. Точку закипания, знать свою. Вы же знаете, что вы уже не остановитесь скоро. То есть, что вовремя остановиться и не перейти черту. Это, знаете, как некоторые люди с маниакально-депрессивным синдромом имели такие предвестники своего
неадекватного, взрывного поведения. И они знают примерно, что 2 часа у них еще есть. Они чувствуют, что 2 часа. То есть это время они могут использовать с умом. Если на какой-то вечеринке, они могут взять такси, уехать домой. И не проявить вот этого всего. А как мы тогда с вами можем это делать? Если мы чувствуем, что мы уже заводимся, вот уже вот, еще чуть-чуть и взорвемся, и весь коллектив пойдет в разгон. Может быть, начальника еще достанется, а завтра потом все развлекаться. А что мы можем сделать, если чувствуем, что заводимся? Что можем сделать? Можем набрать в рот воды драгоценной, одеть смирительную рубашечку, уйти помолиться и проанализировать свой гнев. Проанализировать свой гнев. Наш гнев, он рождается не из-за того, как с нами поступают, а из-за наших убеждений. Поразмышляйте об этом. Из-за наших убеждений. Вот вы спросите себя, что для меня так важно, что я так защищаю всех разгонов, готов вести. Спросите себя, что я так сильно люблю, и что для меня является наиважнейшей ценностью во всем мире. Люди часто защищают, знаете что? Свою эго, свою гордость, свою самооценку, свои принципы, убеждения. А любовь к своим детям и любовь к себе детей считают самой важной и ценной. Есть такое? Ну как же? Есть. Но пока Божья любовь не станет на свое законное место, никто из нас не сможет справиться с искаженным неправильным гневом. А будем продолжать злиться на всех, на вся, если с нашими детьми что-то будет не так, как мы бы это хотели видеть. И какой же драгоценный мы можем сделать очень краткий вывод из всего услышанного. Гневаться христианам можно и нужно. Но делать это надо по-библейски, медленно, терпеливо, направить его точечно на проблему, а не на человека, направить его на врага, признать свой гнев, не давать ему места в своем сердце для укоренения и проанализировать его. Вот этим я и хотела бы, чтобы вы на этой неделе занялись. Каждый изучил сам себя. Благословляю, драгоценного, у меня на сегодня все. Я не ухожу. Скажите, если сегодня есть кто-то, кто бы хотел примириться с Господом, есть такие? Мы бы могли с вами помолиться. Я не знаю, все или не все, вот кто-то новенький у нас. Если кто-то не примирился еще с Господом и хотел бы помолиться, мы могли бы с вами помолиться. Если таковых нет, значит, вы на пути к тому, чтобы прийти к Господу, потому что вы на правильном месте. И я думаю, что Господь работал сегодня с вашим сердцем, и Он уже давно работает с вашим сердцем, если вы сюда пришли. Поэтому всем благословенной недели, всего самого доброго. Моя внучка просто супер. Ей отдельное